По образованию я историк. Я всегда любила историю, хотя в итоге не стала заниматься ею профессионально. Для меня история — это не набор фактов и событий и дат. Это скорее уроки, которые можно вынести из исторических процессов и закономерностей. И мне очень нравится теория пассионарности, о которой когда-то писал Лев Гумилев. Я не буду, конечно, сейчас вдаваться в глубину того понятия, о котором писал Гумилев, понятия пассионарности, потому что, хотя это очень-очень познавательно и интересно, я вам рекомендую почитать об этом, мне кажется, что вот с годами теория пассионарности, она претерпела некоторые изменения. Я бы даже сказала, наверное, потеряла ту самую вот элитарность, потому что если раньше мы пассионариями называли известных исторических личностей, которые внесли свой, не всегда, правда, позитивный вклад в историю человечества, то сейчас мы скорее говорим о людях, которые умеют и хотят изменять себя и окружающую среду, и о людях, у которых есть потребность привносить изменения в общество. И это не только политические и общественные деятели, которые у нас у всех на слуху, это и бизнесмены, которые создают крупные и малые предприятия, это и социальные предприниматели, и это люди, которые приносят социальные и культурные инновации в общество. Короче говоря, это предприниматели, которые всегда что-то предпринимают. Они не могут сидеть спокойно на месте, они все время действуют, и у них всегда есть какая-то цель, к которой они идут. И чем больше таких людей, тем быстрее и динамичнее будут изменения в обществе. И вы знаете, я бы еще хотела сказать о том, что у этих людей есть, наверное, такое осознание жизненной миссии. Хотя, конечно, и осознание, и миссия, и осознание — это такая, скорее, современная фишка. А вообще раньше по Гумилеву пассионариев характеризовала скорее такая страсть и энергия. Да? Она, собственно, и переводится как страсть и энергия. И, к сожалению, надо всегда помнить о том, что страсть и энергия не всегда может быть позитивной. Встречаются люди с очень сильной, наверное, харизмой, да, с сильной энергетикой, но они несут скорее какую-то негативную энергию, да, и они не несут в себе добро, хотя и могут привносить все-таки изменения. И я верю в то, что общество, развиваясь, может все-таки к изменениям идти эволюционным путем, а не революционным. И всегда встает вопрос, а откуда вообще берутся эти пассионарии? Они рождаются или их можно воспитать? Да? И, собственно, кто вообще должен это делать? И вот я верю в то, что для появления пассионариев нужен какой-то такой запрос общества. И, наверное, я так думаю, я верю в то, что как раз именно сейчас то самое время, когда мы готовы к этим переменам, когда мы можем что-то сделать и изменить общество, и когда у нас все больше и больше будет рождаться пассионаров и людей, которые будут привносить социальные инновации. И это здорово. То, что я в НПО-секторе работаю уже больше 20 лет. И, собственно, на своем опыте, на опыте коллег, которые работают в этом секторе, я наблюдала, изучала как местный, так и международный опыт. И вот я вынесла несколько, может быть, небольших уроков, но, на мой взгляд, они очень важны.
Первое – это то, что если вы начинаете заниматься какими-то именно социальными инновациями, да, привносить какие-то изменения в общество, которые касаются людей, то вам следует, наверное, задуматься о том, что это будет большой путь, да, это длинный и сложный путь. Вот в моей жизни приключилась такая история. Несколько лет назад меня пригласили пойти в горы из Алматы пешком на Иссык-Куль. Я согласилась. На следующий день я подумала, боже мой, это же чистейшая авантюра вообще для меня. Я абсолютно вообще не готовый человек для этого. Но отступать уже было некогда. Мы пошли. Мои попутчики, когда меня увидели, подумали, боже мой, мы через пару часов она просто сойдет с дистанции, и мы начнем ее уговаривать или там понесем на себе. И это просто слабое звено в нашей цепочке. И действительно, было очень тяжело. Маршрут был рассчитан на 2 дня. Мы шли в итоге 3 дня, потому что сбились с пути. И в какие-то моменты мне хотелось просто лечь на землю, закрыть глаза и сказать, я больше никуда не пойду. Вообще просто оставьте меня здесь. Но, тем не менее, мы шли, я смотрела себе под ноги или смотрела на нашего проводника. Я видела, что ему еще тяжелее. Он нес еще наши там пожитки, да? У него был огромный рюкзак, у него ноги время от времени заплетались. А сзади меня шли люди, и я понимала, что я не могу сбавить темп, потому что, они же тоже там начнут как-то, может быть, бояться там сбавлять темп, и поэтому приходилось вот идти. Когда мы дошли на вершину перевала, мы, наверное, первый раз вообще повернулись и посмотрели, что вообще там происходит сзади-то. И представляете, перед нами открылась такая красивая картина, да, такой пейзаж. И самое главное, то, что мы увидели, какой огромный путь мы прошли. И усталость как рукой сняло. И мы прям гордились собой. И вот этот случай, он был давно. Я с тех пор не рисковала больше так. Но для меня это стало метафорой, да, метафорой, из которой я черпаю ресурс, когда я начинаю вот какие-то большие проекты. И в данном случае как раз одним из таких проектов является «Ребенок должен жить в семье». О нем я расскажу чуть-чуть попозже. И вот любой проект, наверное, я вот сейчас так рассматриваю, и просто вот поскольку вот я поделилась такой метафорой, он похож на вот такой поход в горы, да? И очень важно, прежде чем пойти, конечно, физическая подготовка, это очень важно. И, во-вторых, это все-таки нужно карту местности изучить, и нужно взять с собой какого-то проводника, который пойдет и, как-то вам покажет. Но, тем не менее, нужно быть готовым к тому, что, произойдут какие-то ситуации нестандартные, и что вы можете заблудиться, да, и что там могут встретиться какие-то люди, всякое может случиться. И поэтому вот здесь вот очень важно, наверное, команда единомышленников, да, каких-то соратников, людей, которые вот всегда вас поддержат. И то есть вот эта вот карта маршрута и люди, это очень ценно. Несколько лет подряд я была администратором, или, не знаю, автором, соорганизатором проекта «Народный герой». Основная цель была найти людей, которые, на первый взгляд, ничем не отличаются от других, но, тем не менее, они занимаются своим любимым делом. И это любимое дело еще и помогает другим людям. То есть, таким образом, они служат этим людям. И вот я очень хорошо запомнила одного из наших, наверное, первых героев. Это была женщина, которая начала свою историю так. Я заболела диабетом, я не смогла работать. И я пошла в общество диабетиков, таким же товарищам по несчастью, как и я. Я пошла туда умирать, вот так и сказала. Но
прошло больше 20 лет, и она не только осталась жива, слава Богу, но и относительно здорова. И она еще помогла тысячам взрослых людей и детей именно ну, наверное, не в борьбе, да, а вот в возможности жить с этой болезнью. Она открыла филиалы по всей стране диабетической ассоциации. Она стучалась в двери Министерства здравоохранения, парламента. Она смогла выбить отдельную статью в бюджете для выделения денег на покупку инсулина и других препаратов для тех людей, которые болеют диабетом, чтобы они могли бесплатно его получать. Она смогла открыть школу специальную и распространить это по всей стране для людей, для болеющих диабетом, которые в этой школе их обучали, а как жить вообще с этой болезнью, да, наслаждаться жизнью и быть, ну, чувствовать себя нормальным человеком. Понимаете, она нашла в себе силы, да, и она еще дала эту энергию другим. И вот здесь вот я бы еще хотела сказать, что вот это очень важно заниматься своим любимым делом, да, и тоже могу по себе сказать, что я сама по себе не очень энергичный человек, но я заметила, когда я начинаю говорить о своей работе, да, о своем проекте, у меня появляется энергия. И поэтому, когда вы будете выбирать тот проект, над которым будете трудиться, да, который, ну, может быть, станет вашей жизненной миссией, думайте об этом, да, что дает вам энергию и страсть. И второй, наверное, момент, когда вы выходите вот на эту тропу социальных изменений и, ну, можно даже сказать, реформы некоторые, это принятие людей и ситуации такими, какие они есть. Иногда можно, наверное, даже как бы сделать шаг назад или в сторону, посмотреть, вообще, что происходит, и как-то принять более адекватное решение для себя, что дальше делать. Очень важно, на мой взгляд, еще никогда не критиковать и не обесценивать чужую работу. И вот здесь вот как раз такой момент, когда мы сталкиваемся, ну вот я в своей работе очень много сталкиваюсь с чиновниками, да, с государственными органами. И опять-таки в моем жизненном опыте было, что когда я начала заниматься проблемами социального сиротства, я начала с того, что я просто начала все время критиковать, я говорила, ругала, вплоть до того, что один раз я провела пресс-конференцию, это было 10 лет назад, и сказала о том, что, извините, коррупция вообще во всех этих органах, все такое. И это закончилось тем, что я просто стала персоной нон-грата вообще во всех этих учреждениях. И, если честно, мне пришлось сойти с дистанции. И мне потребовалось почти 10 лет, чтобы вернуться, да, в эту тему, но я извлекла уроки. И сейчас я, когда работаю с государственными структурами, да, органами, людьми, которые там работают, я предпочитаю с ними разговаривать, предпочитаю с ними договариваться и предлагать. И это очень важно. Еще мне очень нравится, здесь очень много людей, которые занимаются инклюзией, да, продвижением вот этой очень важной темы. Но с точки зрения того, что я сейчас сказала, мне очень нравится, и это просто мой любимый фонд, это фонд Дара. У них есть помимо того, что они очень профессионально подходят к своему делу, прям как бизнесмены, я считаю. И у них замечательная команда. И мне нравится именно их подход. Допустим, у них есть проект «Разные равные», и там они делают кабинеты психолого-педагогической коррекции. Да, я правильно говорю? И за 2 года они смогли, понятно, при помощи бизнеса, и в том числе Самру Казнатраст,
они смогли почти во всех областных городах вот эти вот открыть кабинеты коррекции. Но они подошли к этому так. Они предложили, да, местным акиматам, чтобы мы им предоставили помещение, предоставили вот все возможности, они оснастили, можно сказать, под ключ, сдали этот кабинет, они обучили специалистов и отдали это государству. И сказали, пожалуйста, дальше делайте, мы пойдем делать другие хорошие дела. И вот этот подход, ну, на мой взгляд, он очень правильный. Потому что вам не нужно будет потом еще дальше искать деньги для того, чтобы вот это содержать кабинет коррекции. И плюс это для государства это прям замечательная социальная инновация. И что еще хотела сказать? Наверное, я сейчас вернусь к своему... вот еще хотела, наверное, что-то очень важное тоже. Вот важный момент – это когда вы входите, и вы же общаетесь с публикой, да, вы общаетесь со СМИ, вы становитесь, ну, некой такой публичной личностью. И вот здесь вот надо все время помнить об собственном эго, да, потому что оно может иногда вот как бы увеличиться и стать больше вас. Но вот я просто как бы по себе тоже сужу. И вот тут очень важно, обязательно надо свой проект продвигать в СМИ, да, и в социальных сетях, о нем рассказывать. Но здесь такая есть тонкая грань, что можно уйти в некий самопиар, да, в, не знаю, компанейщину, можно уйти в бесконечное манипулирование общественным мнением и давя на жалость, так, своей вот целевой группе, либо же начать критиковать оппонентов, в данном случае иногда чиновников или же конкурентов, которые есть. И по поводу конкурентов тоже хотела сказать. Когда у вас есть уже определенные успехи, то появятся обязательно организации, которые начнут тоже что-то делать подобное вашему проекту. И это прям замечательно. Это прям вот очень хороший знак. Это значит, что вот лед тронулся, и что пошли вот эти самые изменения. И чем больше будет таких организаций, тем лучше, тем, значит, это все будет быстрее. И в заключение хочу сказать все-таки, а то мои коллеги меня не поймут, о проекте «Ребенок должен жить в семье». Этот проект, он нацелен именно на реформу, на изменение существующей системы попечения детей, оставшихся без родителей. И у него две составляющие. Это проект «Наставники» для подростков, которые проживают в детских домах. Вы, наверное, о нем слышали. И второе, и для нас он самый важный, это развитие служб или центров поддержки семьи. Это те самые специальные социальные услуги, которые могут как раз заменить собой, да, вот этот вот институт детских домов, детских интернатных учреждений. Этот центр поддержки семьи направлен на то, чтобы работать с семьей в кризисе, для того, чтобы не допустить попадания детей в интернатные учреждения. И эти центры поддержки семьи, они направлены на то, чтобы развивать институт приемной семьи, проводить школы приемных родителей, подготавливать детей к переходу в новую семью, естественно, родителей, и точно так же оказывать сопровождение, как социальное, психологическое, юридическое и так далее. И вот мы начинали этот проект в 2013 году, и, конечно, первые наши шаги были вообще, вот честно, мне хотелось сойти с дистанции время от времени, мне хотелось вот так же, как тогда в горах, сказать: все, я больше никуда не пойду, оставьте вообще меня в покое. Но поскольку была цель, и поскольку были уже люди, которых достаточно много, единомышленников, которые, тем не менее, я дальше шла, и первый такой, наверное, предвестник, когда мы сказали: фуф,
Лед тронулся, да, стена пробита. Когда мы пришли в очередной раз в акимат одного из наших городов и стали разговаривать с представителем управления образования, которая до этого просто вообще, она вообще нас не понимала, нас не слышала. И тут вдруг она нам рассказывает о том, что как замечательно, вот есть такая идея, это центры поддержки семьи на базе детских домов. Мы сказали спасибо. Мы поддерживаем вашу идею, и это классно. И пошли дальше. Уже в 2015 году депутаты парламента нас тоже услышали и внесли все те вопросы, которые касаются Центра поддержки семьи, в законопроект, который тогда обсуждался. И это тоже, на самом деле, я считаю, большая победа. Мы, конечно, боролись, но, тем не менее, эти поправки не прошли из-за того, что Министерство финансов сказало, что, извините, денег нет на это. Но мы не отчаиваемся, потому что, я думаю, деньги найдутся, да? Когда появится все больше и больше организаций, которые будут говорить о необходимости таких услуг. И в 2016 году уже в Алмате, в Астане, в Талгаре открылись пилотные проекты центров поддержки семьи. И там уже, оказывается, эти услуги. Мало того, я хочу сказать, что повсеместно открываются сообщества приемных родителей, клубы приемных родителей. И эти люди, они проводят сами такую мощную работу, да, по подготовке потенциальных приемных родителей, по поддержке их, потому что все время есть риск того, что ребенок вернется опять в детский дом. И я считаю, что именно вот эти все люди, да, они являются агентами перемен, да, и они несут вот эти вот инновации в общество. И я хочу сказать, что верьте в себя, так как я верю в людей. Я верю в вас. Я вижу здесь, в этом зале еще есть наши народные герои, которые получили статуэтку. И я верю в то, что каждый из вас является народным героем. Спасибо.